Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Центральная тема. Возможности сейчас будут инфраструктурные бюджетные кредиты по поручению президента регионам предоставляться. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников прибыл в Субъект. Как прошла встреча с Рамзаном Кадыровым, расскажет наш корреспондент. Экономический рост. Мы поставим 70 или 130 тонн кран. То, что навесное, да? Да. Мы будем оттуда монтировать, при этом здесь 1600 квадратных метров располагающее здание. Максим Решетников оценил промышленный потенциал региона. Какие объекты посетил чиновник в преддверии Кавказского инвестиционного форума? Цифровой прорыв. Скорость, фокус, позитив – это… Да! В Грозном собрались лучшие айтишники Северного Кавказа. Кто лучше всех подготовился к хакатону в нашем выпуске. Улучшение социально-экономической привлекательности республик Северного Кавказа и уровень подготовки субъекта к инвестиционному форуму. Такой стала темой встречи руководителя региона Рамзана Кадырова с прибывшим в Чеченскую Республику министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Стороны обсудили готовность субъекта к проведению масштабного мероприятия с участием более 5000 гостей. По итогам встречи официальные лица дали высокую оценку работе друг друга, пожелав дальнейших успехов. Спасибо, что приехали, решили лично ознакомиться с развитием особых экономических зон Грозной и Тучи, а также ходом подготовки к Кавказскому инвестиционному форуму. Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с организацией этого мероприятия. Форум проводится по указанию президента России и имеет важное значение как для субъектов СКФО, так и для всей страны. Кавказский инвестиционный форум – площадка, которая позволит регионам России, зарубежным странам и ведущим компаниям показать свои инвестиционные проекты и возможности. В рамках подготовки и проведения форума нами создан региональный оргкомитет. В тесном взаимодействии с Росконгрессом активно ведутся строительно-монтажные работы по подготовке основных площадок форума. Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие и представленную уникальную возможность проведения такого масштабного мероприятия в нашей республике. Спасибо за внимание. Расширенную версию материала смотрите на нашем канале. В республике активно возводятся производственные предприятия, которые благоприятно повлияют на экономику субъекта, будут выпускать качественные продукции и создадут новые рабочие места. В рамках своего рабочего визита министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников побывал на строительных площадках. Материал с места событий подготовила Медина Мударова. 256 гектаров. В скором времени эта территория станет новым импульсом для развития промышленности в регионе. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Грозный активно застраивается. Ход работ проверил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников вместе с председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым и вице-премьером, министром экономического и территориального развития Рустамом Шаптукаевым. Первой точкой стал завод «Трубный поток переработка». Планируется сбыт на территории СКФО. На мой взгляд, это одна из незакрытых ниш переработки. Она просто интересная очень. Они трубы берут не на переплавку, не на металлолом, они трубы берут, разрезают ее, термическая обработка труб, и потом уже делают, вытягивают арматуру. Производители нашли правильный подход к бывшим в употреблении трубам магистральных газопроводов. Их будут перерабатывать в арматуру класса А500, А400 и А240 диаметром от 10 до 12 мм из советской стали. Партнером резидента является компания «Газпромстрой». Стоит отметить, что это лидеры по строительству в России. Именно используем свои старые трубы с капитального ремонта
и даем им новую жизнь в виде арматуры, уголков. Ну, то есть то, что у вас уже, как правильно, вы же часть труб потом идете капитальным ремонтом, потом повторно. Часть труб мы можем часть повторно то, что, использовать, да, но в основном, конечно, трубы БУ повторных использовать нельзя. Их нужно обязательно утилизировать. Мы нашли такой способ совместно с нашим партнером ТПП. Экономика-то складывается, потому что вам же сюда транспортировать их надо. Экономика складывается, да, экономика складывается. Первое время арматуры будут поставляться на местный рынок. Со временем поставку планируют расширить до всего Северокавказского федерального округа. Площадь территории завода 7753 квадратных метра. Коммуникации уже подведены. На данный момент идут работы по налаживанию выпуска металлургической арматуры и установки оборудования. Сейчас мы находимся, можно сказать, на третьем этапе. Вот последнее осталось. Вот вчера привезли краны, вот эти двигателя привезли. Вот сейчас идет вот наладка, еще немного осталось. Вот эта линия по закаливанию металла, потом складское. Вот это все готово. Вот эти станы тоже почти готовы. Недостающее оборудование вот привозят, ставим. В Чеченской Республике реализуется множество строительных проектов, и спрос на материалы постоянно растет. Появление такого объекта поможет не только в укреплении экономики, но и создании 83 рабочих мест. Строительство завода закончится в 4-м квартале текущего года. По завершению объект будет производить 3000 тонн арматуры в месяц. В будущем это количество планируют увеличить. Далее делегаты осмотрели территорию строительства завода «Онда». Здесь будут производиться плиты, полипропиленовые трубы, фитинги и прочие строительные материалы. Объект создаст 47 рабочих мест. Будем полноценно продолжать строительство. Уже небольшие этапы произведены. Оборудование закуплено, идет пусконаладка, как все настроят, уже начнем. В инспекцию вошли и такие заводы, как Стекольный, Турбпласт, Грозненский завод электрозащитного оборудования и таможенный комплекс. А затем чиновники провели встречу, на которой обсудили вопросы касаемо текущей работы. На территории особой экономической зоны ведется строительство пищевой, фармакологической, транспортной, инженерной, социальной и инновационной инфраструктур. В будущем это место станет одним из основных точек роста экономики и промышленного производства Чеченской Республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Особая экономическая зона Ведучи стала следующей точкой инспекции делегации под руководством федерального чиновника. Всесезонный курорт Ведучи в новом сезоне удивит всех. Возводятся грандиозные объекты для отдыха. Чем планируют удивить местных жителей и гостей региона, узнавал Рамзан Абоев. Новая зона досуга, на которой в скором времени появится дополнительно 4 пассажирских подвесных канатных дорог, 14 километров горнолыжных трасс и система искусственного снегообразования создается на курорте Ведучи. Инспекцию объектов инженерной и горнолыжной инфраструктуры министр экономического развития России Максим Решетников вместе с председателем регионального правительства Магомедом Даудовым начали с осмотра верхней станции канатной дороги Ведучи-Лайт-1. Туристы у нас поступают с юга на север именно по этой канатной дороге. Подвижной состав 18 кабин. Сколько здесь вообще расстояние между двумя станциями? 4,4 километра. 4,4 километра, и все это, по сути, на 3 опорах. Да, все это, да, по сути. Достаточно уникальный объект. С максимальным весом до 500 метров. Да. Кабина 32 человека. Строители в настоящее время занимаются бетонированием фундаментов опор и железобетонных конструкций канатных дорог. Особое внимание уделяется монтажу первой опоры уникальной канатки, которая соединит горные пики южного и северного склонов хребта. Дорога длиной 4,5 километра, поддерживаемая 3 опорами, будет проходить над ущельем на высоте 400 метров. Пролет между первой и второй опорой составит почти 3 километра, а их высота будет достигать 85 метров. Пропускная способность канатной дороги составит 2400 человек в час. Подобных в мире чуть больше 10. Благодаря новым объектам к 2030 году курорт планирует принять 240 тысяч туристов. Чечня входит в десятку регионов с наибольшим приростом турпотока. И, конечно, здесь абсолютно уникальные возможности. В первую очередь и горный туризм, экологический туризм, историко-познавательный туризм. Здесь много очень исторических мест. В общем, действительно интересно. Вот сейчас мы присутствуем на курорте Ведучи. Тут сложно пока сказать, тут такая немножко курорт, немножко стройплощадка, потому что в этом и в следующем году предстоит большие вводы объектов. И здесь прекрасные виды, причем
просто фантастический и летом, и абсолютно уверен и зимой. И ребята говорят, и осенью здесь прекрасно, потому что здесь тоже такое разноцветие, вот все желтое. Вот, в общем, действительно прекрасные места, и сюда едут, мы видим прирост большой турпотока, и поэтому, конечно, для Чеченской Республики туризм это реально одна из крупных точек роста, из существенных точек роста. И надо сказать, что руководство республики очень серьезное внимание этому уделяет. И вместе с федеральным правительством мы совместно реализуем программу. Вот здесь большое дорожное строительство запланировано и уже ведется, это видно. Здесь решены во многом вопросы, связанные с энергоснабжением. В общем и целом здесь такой, что называется, проект на марше. Малик Умаров, несмотря на молодой возраст, вносит свой вклад в строительство курорта наравне с опытными коллегами. Делится, что участие в возведении столь грандиозного проекта – большая честь и хороший опыт. Чиновники также осмотрели шале и прокатились по канатной дороге, ведущей Лейт-8. Количество гостей, размещенных на курорте, в первом квартале 2024 увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы не можем работать одновременно в 4 точках или в 3, потому что она живая вся. Если мы начинаем тянуть не по схеме, то когда последние элементы ставим, их там заклиним, то есть очень много времени теряем. Ну ты скажи, что самый пиковый сложный этап мы прошли, это да, вот второй мы прошли этаж. Второй, третий этаж. Сейчас мы начали в 2 смены работать. Но имейте в виду, что это только еще первый опор. Особая экономическая зона «Ведучие» вошла по итогу 2023 года в тройку лидеров по эффективности по оценке Минэкономразвития России. На территории комплекса на текущий момент осуществляют деятельность 5 резидентов. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В завершении рабочего визита в Чеченскую Республику министр экономического развития России Максим Решетников посетил экспоцентр в Грозном. На площадке площадью 10 тысяч квадратных метров пройдет Кавказский инвестиционный форум. В нем активно возводят стенды регионов и партнеров мероприятия. Кроме того, в рамках деловой программы состоятся 60 сессий. Для их проведения сооружат отдельные помещения по направлениям. Министр уже оценил экономический потенциал Чеченской Республики и остался доволен ходом подготовки к важному событию. В первую очередь личной инициативой Рамзана Ахматовича и безусловной поддержкой со стороны председателя правительства, который сказал, все, проводим форум в Грозном. Были сомнения у некоторых наших коллег, что сроки сжатые, что амбиция большая, успеем, не успеем. Но вот сейчас за 1,5 недели понятно, что все успеем, все, выбор был правильный. Ну и главное, это еще раз подчеркну, возможность для республики, как и для всего Северного Кавказа, продемонстрировать те большие изменения, которые здесь произошли за последние годы, потому что тема развития Северного Кавказа на таком прямом и постоянном контроле у президента. В Грозном состоялся 5-й хакатон по искусственному интеллекту. Участие в нем принимает больше 100 команд. Соревнования будут проходить на протяжении 2 дней. Подробнее в материале коллег. Все эти люди объединены одной целью – доказать всему миру, что будущее уже принадлежит тем, кто свободно плавает по волнам новых технологий. Столица Чеченской Республики принимает участников 5-го хакатона. Для нашего региона это еще один прорыв. Очень рады, что такие эксперты, такие команды, ребята приезжают к нам в Грозный, в центр нашей республики, в столицу нашей республики. И для нас очень важно, и мы очень рады видеть такие команды, которые соревнуются, во-первых, между собой, во-вторых, используют такие новшества в плане искусственного интеллекта, которые в настоящее время очень важны в нашем мире. Использование уже существующих функционала, моделирование, модернизация уже существующих функций в мире и их методы, каким образом их можно было бы улучшить, дополнить, сделать более умными. Самому старшему участнику IT-соревнований 72 года, самому младшему 14. Несмотря на то, что в соревнованиях не применяется физическая сила, тут главное мышление. Но от этого они не менее сложны и очень энергозатратны. Занимаюсь программированием, большими данными, искусственным интеллектом с 11 лет. Сейчас мне уже 14, я являюсь, можно сказать, профессиональным программистом.
Я победитель многих технических олимпиад в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова. Очень сильно нравится развиваться в этой области, в технической области, в области больших данных, в области искусственного интеллекта и нейронных сетей. Очень хорошее впечатление. Организатор относится к любым участникам, даже если они надоедают, они не показывают то, что участники надоедают. Они всегда вежливые, всегда отзывчивые, и в любых вопросах они дадут ответ. Вот. Очень нравятся организаторы. Пока впечатление произвели организаторы, сам университет, сам институт, в котором мы сейчас находимся. Каждому из участников предстоит решить задачу на предложенные темы, которые представили компании Билайн, Рустор, Медиавайс и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Мне очень понравилось поучаствовать здесь, в этом масштабном мероприятии. Я готов представить свою работу, свой проект. Я надеюсь тут выиграть, взять первое место, не второе, не третье, а первое. Направлен нацпроект «Цифровая экономика» на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке. Понимаем, какими семимильными шагами развивается Грозный, и нам очень сильно хотелось понять, насколько запрос на развитие именно в IT-сфере существует у молодежи Чеченской Республики и у молодежи в Грозном. И мы попробовали, для нас это был определенный эксперимент, открыть регистрацию на хакатон. У нас появилось очень большое количество заявок, и мы тогда поняли, что действительно нам нужно ехать в Грозный и проводить это мероприятие именно здесь. В нашей республике хакатон «Искусственный интеллект» проводится впервые. И судя по количеству заявок, тех, кто приехал в Грозный, и тех, кто принимает участие в онлайн-формате, это только начало. Зарегистрироваться заранее можно на сайте нацпроект «Цифровая экономика». Ну что же, старт дан. Участники начали восхождение к вершинам хакатона. Победитель в каждой категории, или, как говорят на языке профессиональных айтишников, каждого кейса, будет назван ровно через 48 часов. Организаторы обещали, что это будет красивое награждение. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджи, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.